Самое важное в науке единобожия, самый важный вопрос, о котором говорят ученые этой науки, это не уподобление Всевышнего творением в наличии места. Правильное убеждение в том, что Аллах не имеет места. Для своего существования Бог должен быть без начала, поэтому Он не нуждается в причине. И это делает Его вечным. Он также должен быть непостижим для своих созданий, не зависеть от миров, которые создал, будь то время, пространство или материя. Простое, рациональное и логически верное определение Бога. Ничто не сравнится с Ним. Никто и ничего, что можно представить. Али, ради Аллаху анху, главный семейства пророка, алейхиссаляту вассалям, говорил, как от него передал это Абдул-Кахир ибн Тахир ат-Тамими Багдади. Аллах был и не было ему места, и сейчас он так же, как и был. Также он говорил, воистину Аллах создал арш, показывая свое могущество, но не как место для своей сущности. Наш господин Зайнуль Абидин Али ибн Хусейн ради Аллаху анху говорил, как это передал от него с непрерывным иснадом Хафиз Абиди в своей книге «Итхафу садати муттакин бишархи ихя улумуддин». «Ты, Господь, не занимающий место, не меняется для Тебя время, Ты не поддаешься ощущению нашими чувствами, Ты не осязаем, никто не может провести Тебя, скрыть от Тебя что-то». Также наш господин Джафару Садик, да будет доволен им Аллах, говорил, Аллах не из чего-то, ни в чем-то и ни на чем-то. Если был бы Он на чем-то, то был бы носимым. Если был бы из чего-либо, то был бы сотворенным. А если был бы в чем-либо, то был бы ограниченным. Аллах абсолютно не подобен никому и ничему, своей сущностью, своими сифатами и в своих действиях. Нет ничего подобного Ему. Он слышащий, видящий. Он выше того, чтобы иметь направление, сторону, части, органы. К Нему не относятся 6 направлений, ни спереди, ни сзади, ни сверху, ни снизу, ни слева, ни справа. Он не описывается этими понятиями, не ограничивается ими. Аллах сотворил время и место. Вопрос, где Аллах, неверный, и нельзя сказать везде, потому что везде это тоже сотворено. Потому что везде тоже заканчивается. Нельзя ограничивать Аллаха, сказав везде, потому что это везде тоже сотворено, и Ему придет конец. Нельзя спрашивать, где Он, потому что где означает место, а Он сам сотворил место. Он не сидит на троне, как говорят некоторые. Аллах выше того, чтобы иметь место. Он не находится в пространстве и времени. Для Него нет времени и места. Он создатель всего этого. Время и место — это характеристика созданных. Diğer yok abi olş dersiz. Ne gahsanna her şiş miçadu olas. Hoxtakal halhadu yasun halhadu. Soqus halhawa sah. Daqsun halha alish maya tsasun. Asomilu diğduso. Пространство метик заниматиш. Так шиндиğan yok ayolşol atnasitilnestaq olş do iza miçah boşdeg. Woni del. Dolştolum şadik khilaytin del oni. I miçah boşdeg so khilaytnaun. إمات بوشتك توخيلت نعون إمور بوشتك توخيلت نعون كيف توخيلت نعون أين توخيلت نعون متى توخيلت نعون متك توخيلت نعون زام توخيلت نعون الله يبوخش بيلش باتوش. Не разрешается говорить, что Аллах находится везде. Первым, кто произнес эти слова, был Джахм ибн Сафан, и он был убит за эти слова Салямом ибн Ахвазом. Поэтому не допускается говорить «Всевышний находится везде». Как говорит Всевышний, Он с вами, где бы вы ни были, что означает, что Он с нами своим знанием. Смысл. Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым, то есть Всевышний знает о тайном. Смысл. Куда бы вы ни повернулись, там будет лик Аллаха. Нельзя иметь убеждение находиться в каком-то определенном месте. Как нельзя быть убежденным, что у Всевышнего множество мест расположения. На самом деле все так, как сказал сподвижник Али, да будет доволен им Аллах. Всевышний Аллах был, и места не было. И после того, как создал место, Он остался таким, каким был. Это должны запомнить все. Mettik kullen de Elois, Agua kullen de Elois, Zam kullen de Elois, Metkats Elois, Zamanats Elois, Aguanats Elois, El Sala da Luas El Sana Idel Wu, Shamawar Elois,
عشق الله والله متك الله والله شاما وري الله ديل الله ديل خيت لو شواتس ديل صفاتش اثر خلشداتس ديل صفاتش خيت لو شداتس شاما دريدو ديل صفاتش. Аллах сотворил это небо, а небеса ожидают исчезновения, и все, что в них, ждет погибель. Всевышний говорит: в тот день мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг. И это означает, что это небо исчезнет, и все ангелы, которые на небесах, также погибнут. И как может быть Всевышний Аллах на нем, когда небо ждет погибель? Абсурдным является то, что Аллах может находиться в каком-либо месте, абсурдным является и то, что Творец может нуждаться в своих творениях. Аллах про себя в Коране сказал: нет ничего подобного Ему. Это означает, что Он абсолютно не подобен чему-либо из творений. Находился бы он на небе, то стал бы похож на ангелов. В каждой точке на небе есть ангел, который либо стоит, либо совершает земной поклон, либо совершает поясной поклон. Аллах чист от того, чтобы быть ограниченным местом или временем. Это и есть вероубеждение посланника Аллаха и сподвижников. الله ديلا عرش يحسدسو متك بيلقى يحقنو دال إلشا قرآن جوا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى الدين آية تسجع الله ديل ستة متك يبوش ما عنده ساد دالوشتك نستعيذ بالله لردو الودال شيء إيه تمتا إسنهم خيت رخا لا ترخا تون ديل ديشنا خا متك يوتل خوتش تون أت آية تقيتن بوت شاء مسو متك مسو تلوش كرتك عرش خلجة أت عرشن دال شا دول ديش تبوش معنا لرد أوللجة ومسهم دول ديش وديل بوكل شيء نسقا ثاني شيء قدرتي شيء رزق لرتي إلقلات ورتي Аллах обладает положением, величием. То есть Он велик, величественен, ибо Всевышний пречист от нахождения в каком-либо месте, пространстве. Хадис указывает на величие, значимость, но понимание прямого смысла этих слов, утверждая, что Аллах находится в каком-то месте, отвергается всеми учеными. Всевышний сущий, не подобен творениям, не имеет формы, размера и места. Аллах не находится на небесах, на земле, не восседает на троне и над троном, не находится ни в одной из сторон. Всевышний превыше всего перечисленного. Всевышний сказал: «Никого не сравнивайте с Аллахом, а описание Аллаха самое возвышенное. Знаешь ли ты другого с таким именем или подобного ему? Нет ничего подобного ему». Убай ибн Кааб передает, что пророк, мир ему и благословение, сказал: «Не думайте о сущности Аллаха». Здесь передо мной книга. إثبات الحد لله تعالى وبأنه قاعد وجالس على عرشه. Книга издана в Саудии, и вы можете увидеть в углу ценник. Она стоит 25 реалов. Давайте рассмотрим название этой книги. Называется она «Установление границ Аллаха и Его расположение, Его восседание на троне». «Каид» и «джалис» — это слова-синонимы. «Мутарадиф» — оба означают «сидение». И здесь оба слова для усиления — «каид» и «джалис». И всю эту книгу они пытаются доказать, что Аллах Субхану ва Тааля имеет границы. Dal te ishemi dosh to sifash si sadasha dal metik si sosh agon si sosh lilosh terga es hudut ya erch iz der do busod nech ago yohir I ago qolnak del mo I metik qolnak del mo I ash qolnak del mo I kurs qolnak del mo I ash qolnak qol I kurs qolnak qol shama wari mo ya Allah del لأن الله لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون وحدوا من أمره بالكاف والنون